Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 26 сентября 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Я вас приветствую, друзья. У нас обстановка, как мы знаем, очень накаленная. Сегодня мы будем обсуждать протесты фашистской России и насильственную мобилизацию, которая сейчас проходит по всей фашистской России. Друзья, я вас приветствую, Ури, Машвоэль, Ант, Шаверга, Машвоэль, всех приветствую, Кубик, Леди, Карфаген и все приветствую вас, друзья. Машвоэль, Шадерша. Перед началом я, как обычно, хотел бы вам рассказать, что сообщает нам Генеральный штаб Збройных сил Украины, как мы видим по потерям фашистской стороны, интенсивность боевых действий увеличивается, потери фашисты несут. Поступила информация, что первые мобилизованные, которые сейчас доставлены в Луганскую область, только они заехали в Луганскую область, их поезд был разбомблен. Пока информация противоречивая, но сообщается о потерях. Пока что как неизвестно. И так будет, все будет только по нарастающей идти. Путин эскалирует ситуацию, эскалация идет полным ходом. Если мне сейчас не будут мешать и наш стрим не будет обрываться, по всей видимости, что-то опять происходит. Я хотел вам показать видео, но вот у меня не открывается. Тогда я вам просто зачитаю. 500 человек ликвидировано за сегодня, за прошедшие сутки. Итого уничтожено 557 200 оккупантов. 15 танков уничтожено, 2290 итого стало. 4857 бронированных машин, боевых бронированных машин, 25 за сутки, как мы видим, 500 убитых, 15 танков, 25 бронированных машин. Это говорит о том, что потери очень серьезные у фашистов. Артиллерийская одна система уничтожена, РСЗО 2 штуки уничтожено, итого, соответственно, 1369 и 330. Антиаэркрафт противовоздушная система 172 штуки, одна за сутки. Сбит один самолет и 4 вертолета. И, соответственно, 260 самолетов и 224 вертолета. 970 БПЛА сбито всего и 4 за сутки. И 10 автомобильных техники цистерн уничтожено. Итого их 3711. И специальная техника одна уничтожена. 131 их итого. Вот такая вот ситуация, эскалация накручивается, это все будет усиливаться, и я полагаю, что неделя, 2-3 ситуация будет только накручиваться, и потери фашистская Россия будет уже нести не по 500 человек в сутки, а, наверное, уже там по 5000 человек в сутки, может, до этого скоро дойдет. Как когда-то во Вторую мировую войну. Итак, друзья, сейчас я вернусь к вашим комментариям. Вспомните, когда в Москве, сейчас почитаем немножко комментарий, и я перейду к той теме, к основной нашей теме, протесты в России. Вспомните, когда в Москве протестные митинги назначались интервалом 2 месяца, Новый год, праздники и другие отговорки. И за это время протесты затихали. Так и здесь. Потерпите, братья, за вами скоро придут. Опытные люди говорят, что в каждом административном центре есть здание КГБ, которое находится на центральной площади напротив бывшего горкома.
Координация действий по подавлению протеста ведется оттуда. Надо немедленно начинать именно с этой цели: захватить и нейтрализовать. Иначе КГБ нейтрализует вас еще до 30 сентября, пишет С. Ант. Пропало первое сообщение. Еще раз добрый вечер, Аслан. Переживаю за Кавказ. Похоже, что канал «Утро Дагестана создан для слива протестов, так как его действия направлены на сдерживание. Да, это у них уже отработанная тактика. И знаете что, друзья, обратите внимание, как себя ведут некоторые якобы оппозиционные товарищи. Навальнята, чеченоговорящие блогеры и так далее. Как много внимания они уделяют. Не уделить внимания невозможно, но как много внимания этому они уделяют. Что они для этого делают. И вам станет понятно, на чьей стороне эти товарищи играют. Мы не видим ни навальнистов, ни других, которые призывают к каким-нибудь там акциям неповиновения, каким-нибудь там другим акциям. Никто, ни ходоры, ни модеры, ни другие разные ублюдки не говорят об этом. Если и говорят, вынужденно что-то так могут сказать, но никто, хотя фактически режим Путина сейчас рушится. И если сейчас народ встанет, то вот эти колоссальные жертвы, которые сейчас они понесут в Украине, когда они туда уедут, в десятки раз меньше жертв им придется понести в России, чтобы свергнуть этот режим. Против народа ничего нельзя сделать. Но этот народ должен понять. И более того, сейчас сообщается, и это уже стопроцентная информация, я в этом не сомневаюсь, точнее, и этой информации я доверяю, что и женщин будут забирать, и женщин под разным предлогом, врачи, там разные другие специальности, которые там необходимы. И это будет только усиливаться. Эскалация ситуации, она происходит почасово происходит. Поэтому я не могу призывать, не находясь там, за насильственные действия. Это было бы неправильно с моей стороны, это было бы абсолютно неправильно, но каждый волен решать, как себе действовать. Но я убежден, что тот миллион на фронт, который отправят они, этот миллион фактически будет уничтожен. НАТО вступает в войну. Нанесение ядерного удара — это просто... Вот мы на волоске находимся. Нанесение ядерного удара по фашистской России. Или сверхмощных бомб наподобие ядерных по бункеру и по другим важным объектам фашистской России. Поэтому решать тем, кто там находится, и нужно что-то делать. Нельзя оставаться, ничего не делать нельзя. Все, весь народ, все народы Кавказа, все народы России, буряты, дагестанцы, больше всего погибших, украинская сторона сообщает, больше всего погибших именно из Дагестана, больше всего. И это те, которые добровольно туда ехали, это те люди, которые служили в вооруженных силах, имели профессию, они многие прошли в войне, участвовали в войне против Чеченской Республики Ичкерия. И вот эти люди добровольно пошли, там им сулили большие деньги, они многие погибли. Первое место, второе место Бурятия считается. И каждый день привозят в Чеченскую Республику трупы, каждый день привозят тела в разные населенные пункты. Поэтому я не думаю, что можно потерять 100 тысяч или 200 тысяч людей, свергая эту власть. Нет. То же самое касается и армии. Армия тоже на волоске висит, она уже разбита фактически, и те соединения, которые имеются, сейчас все перебрасывается в Украину. Но если армия сейчас восстанет и встанет на сторону народа, откажется воевать, вот в таком случае дело пойдет быстрее и менее кроваво это все обойдется. Ну, посмотрим. Так, хочу сказать, нет, не обратиться или напугать. Вы отпрыски весовых
предателей Чечни, вы думаете, что демократия, за которую отдали жизни 300 тысяч граждан Ичкерии, и в том числе 42 тысячи детей Ичкерии, для вас? Нет же, это демократия для чеченцев. Так, Кубик, да. Вы сейчас смотрите, ждете Аслан, чтобы ему сказать гадость, что-то подлое, гадкое, но истина в том, что после неизбежной деоккупации Ичкерии вы и ваши отпрыски будут нерукопожатными. Нерукопожатными — это очень мягко сказано. Очень-очень просто. Это конец. Вот то издевательство, которое над нами творили, да, за все придется платить. За все, друзья, за все. Ассаламу алейкум, Аслан. Насчет Гордона ты был прав 1000 раз. Прав. Сегодня обращение делал россиянам, Приднестровье, Грузия, Украина. Геноцид был, говорит, а про Чечню ни слова. Тэмшин гумдуис. Ва алейкум ассалам, Карфаген. Карфаген, я не говорю информацию, если я не уверен в ней. Поэтому вам еще придется говорить, ты был прав. Это КГБ УССР, Украинская Советская Социалистическая Республика. Это наследие вот КГБ УССР. Они с КГБ РСФСР, КГБ или ФСБ, сегодняшняя РФ, очень тесно связаны. Это один спрут такой большой. И вопреки их воле Украина сейчас устаивает. Да, там сейчас идут большие зачистки, там есть порядочные люди, слава Богу, что они есть. Ну, вот такая вот ситуация. Вот такая. Всем салам, шалом, витаю. Файтер Израиль, витаю, шалом. Всем доброго времени суток. Леди Машиоэль, бюсти хуйлха. Аслан, насколько правда, что из стран СНГ можно без виз приехать в Германию? Как можно это уточнить? Леди, я пока не располагаю такой информацией, но я знаю точно, что Германия сказала, что всех, кто бежит от этой насильной мобилизации, она будет только лишь на основании этого предоставлять политическое убежище людям из России. Салам Аслан, мне пишет человек на иврите, с ником на иврите Шалом. Шалом, приветствую. Так, Файтер, ассалам алейкум, алейкум ассалам, Файтер, Бамут, Чиры, всех я вас приветствую, алейкум ассалам, Довели, Мика С. Вот смотрите, друзья, если мы делаем вперед шаг, и никакие мы радикальные вещи, какие-нибудь там фашистские, такие или религиозно радикальные вещи мы не говорим. Люди разных национальностей, от литовцев, евреев, украинцев, все с нами здороваются на нам понятном ассалам алейкум, мир твоему дому, говорят. Нету никаких проблем, если мы их сами не создаем. И те, которые есть, если мы их разрушаем. Просто как пример вам небольшой, вот подписчики разных национальностей разговаривают с нами на нашем языке, фактически проявляя к нам тем самым уважение. Разве не так должны жить люди на земле? Или мы как Путин должны жить? Ненавидеть, убивать, взрывать, гадить и так далее. Файтер Израиль. 557 тысяч орков ликвидировано, Аслан. Оговорка по Фрейду. Но мне нравится ход твоих мыслей. 557 я сказал? Ну, нет, не 557, а 57 200. Да, это была оговорка и, по всей видимости, по Фрейду. Так, Истланд, НАТО. Я надеюсь, что Россия исчезнет с карты и на ее месте возникнет много новых республик. Желаю вам также успеха в освобождении вашей республики. Привет из Эстонии. Привет, Эстония, рад вам. Эд Мамедов, салам всем свободным людям, салам Аслам. Салам, Эд, приветствую. Тревожно мне сегодня. В Италии правые выиграли, в Швеции то же самое. И еще где-то осталось ждать зимних холодов. Не волнуйтесь, это ничего такого нет. Да, выигрывают и правые, разные тут происходят события. Каждые народы, каждое государство преследует свои интересы. Но один интерес у всех общий, и он неизменен. Это победа над фашистской Россией. Так что всех чеченцев, в первую очередь, которые так долго ждали этого дня, я надеюсь, вы,
когда я вам еще несколько лет назад говорил, нужно запасаться попкорном, вы им запаслись, запасаемся попкорном, но не сидим без дела. Нужно сейчас действовать, нужно спасать наших людей, нужно спасать. Так, могилизация, такое ощущение, что готовы сдаться на милость Путина. Аслан, мы с тобой ровесники и тезки. Дал эту боль, дересхоль масера боль, гучмовал, не пались, не пались. Аслан, это правда, что в Грузии лиц из Дагестана и Чечни не пускают в Грузию? Эд, я видел это видео, которое было, мне присылали его. Я знаю, что люди сегодня и вчера чеченской национальности, прописанные в Чеченской Республике, некоторые не в Чеченской Республике, пересекли границу и находятся в Грузии. Это я могу сказать уверенно. Не знаю, кого они пропускают. Знаете, здесь такая ситуация. Мы много говорили, я сейчас в это трудное время не хочу обвинять кого-то, но мы должны понимать, у каждого есть свои тиктоки, ютубы, фейсбуки, инстаграмы, телеграммы и так далее. Так вот, в этих инстаграмах, телеграммах и так далее люди там Ахмад Псина, там Могила, там поддерживали Рамзана Кадырова, поддерживали, ставили там их с автомата, у кого-то родственник, еще как-то. Но люди чаще всего это делали для того, чтобы их не трогали, ну, некоторые подлизывали, чтобы поиметь копеечку, там, или видимость копеечки и так далее, там, или надежду получить какую-то маленькую копеечку. А грузинские специальные службы ведут, и другие службы, и здесь в Германии я могу открыть небольшой секрет, очень давно ведут пристальное внимание за такими товарищами и заносят их в разные списки. Потом под видом разных людей, которые выезжают, эти люди тоже, ну, некоторые люди из такого числа реально работают. Не просто полезные идиоты, которые, вот мы все время говорили, Кадыров враг, Россия враг, что это мы находимся в клетке с людоедом. Но они считали, что они умные, а мы дураки. Что война закончилась, что мы теперь должны подчиниться воле, силе и так далее. Вот это может быть связано и с этим, это может быть связано и с тем, что засылаются разные там люди, и поэтому это может быть связано. Я сейчас ничего не утверждаю, но я знаю, что спецслужбы вели такую работу, и в том числе грузинские спецслужбы вели работу по сбору информации по всем, кто поддерживал оккупационный марионеточный режим во временно аннексированной Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому это видео я видел, такое есть, и я призываю всех, конечно же, тот, кто не замешан. Очень трудно грузинам разбираться, я вот понимаю на самом деле грузин, когда к вам заезжают люди, которые уже занесены в список, где они поддерживают режим, установленный фашистской Россией в Чеченской Республике Ичкерия. Ну что им делать? Ты это делал, потому что ты полезный идиот, чтобы тебя не трогали, или ты реально засланы? Они же этого не знают. И вот это все как бы влияет на эти вещи. Но нужно понимать, что как-то нужно тоже разбираться. Но я знаю, что кто не поддерживал никогда, они пробрались. Также сейчас я вам покажу видео, как раз мы уже затронули Грузию. Я вам хочу показать видео от Александра Сотника, где он рассказывает, вы, наверное, может, и видели это видео, где он рассказывает о том, что, что происходит в армии, и потом про Грузию. Тоже очень интересно. Туда стягиваются войска, по всей видимости, для того, чтобы запретить людям выезжать. И, по всей видимости, с той стороны Грузия, может быть, готовится к каким-то действиям, потому что войска стягиваются, и Грузия может вернуть свои земли,
Южную Осетию и, скорее всего, может быть, даже Абхазию. Посмотрим, друзья. Ну, давайте послушаем Александра Сотника. Разговора в одном из военкоматов Красноярского края. Идет нехватка людских резервов, поэтому была объявлена мобилизация. Если уже пошла мобилизация, с 1944 года у нас не было такого мероприятия мобилизации. Мы спокойно пережили Афганистан, мы спокойно пережили Чечню, Северный Кавказ весь пережили. Никто, наверное, не рассчитывал, что будет мобилизация. Ребята, вот вы меня сейчас извините, вот я с вами беседую, я с вами объясняю, я многих вопросов не знаю ответа. Скажите спасибо, что не сегодня утром вы уже сели в автобусы с вещами и уехали. Что мы сейчас собираем на 26-е. Потому что вообще 3 дня назад пришла команда в 6 часов утра в 18:00 отправить с Минусинска 2500 человек. В 18:00. И только к обеду мы, пока там Москва проснулась, пока она пришла в чувство, Москва, потому что в Москве стало 8 часов утра, мы с комиссаром стали тут долбить, и вы что, сумасшедшие? Вы бунта хотите? Если мы сейчас соберем 2500 с Минусинска и поставим город Абакана, там уже стояли самолеты в аэропорту, грузовые, под эту партию, так вы представляете, что будет в городе? Будет восстание. Нам сказали, хорошо, ваше предложение. Мы говорим, дайте нам хотя бы неделю, 15 дней. Нет, не дадим. Дадим вам 5 дней. Вот 26-го первая отправка. Куда сначала отправляется армия? Сначала отправляется сейчас ориентировочно Омск. То есть будет формироваться либо воинский эшелон, потому что на Хакасию наряд, вот тоже большой на Хакасию наряд, на сам город Абакан 5 с чем-то тысяч человек. Открою вам такую информацию, что Дальний Восток уже призывает даже Вашингтон, кто в армии не служил и не имеет военного учета. Вчера тоже состоялся указ президента Российской Федерации, озвучен по телевизору вчера, он был где-то 19, наверное, часов, что граждане, призванные по мобилизации, не увольняются с работы, а сокращаются. То есть так и будет в приказе, если он сокращен с сохранением рабочего места. Сейчас вопрос решается о сохранении среднего заработка. Ребята, которые у нас уходили по контракту, которые были на Украине, в пределах никто не получал 200. Офицеров не знаю, офицеров не отправлял. Отправлял рядовых, прапорщиков, солдат отправлял. Прапорщик у меня получал в районе 190, но они еще и там сейчас. А ребята получали в районе 160. Рядовые сержанты в районе 160, 170. В зависимости от воинской части, где объявлена кредитная амнистия. Амнистия? Да. Амнистия или каникулы? Ну, как? Это разные вещи. Амнистия – это аннулирование кредита. Амнистия – Он вчера сказал, будем объявлять кредитную амнистию. Ждите указа. Вот как указа пока нет. Как в указе пропишут каникулы, значит придете и будете выплачивать. Если амнистия кредитная, я бы объявил кредитную амнистию, конечно. Здесь в военкомате собирались силовые структуры, принимали решение, какие меры будут приниматься в случае организации митингов в районе военкомата и все остальное. Указания им жесткие даны. Потому что закон о мобилизации и мобилизационной подготовке не подразумевает о том, чтобы были митинги и все. И там, как он вчера сказал, я первый раз его видел, представитель Красноярска, даже не наш, гражданки был, я так понимаю, ФСБшник, ни должности, ни звания, ни фамилии, ни имени, ни отчества, по-моему, только представитель органа. Он сказал, что вплоть до применения огнестрельного оружия. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что Путин вряд ли примет любое поражение в войне против Украины, что делает ситуацию очень критической. Финский политик недалек от истины. Путин действительно готовится к ядерной войне. Один миф Путин уже развенчал. Его армия непригодна для войны. Второй миф о 146 миллионах якобы населяющих Россию будет развенчан уже в ближайшее время. Остается третий миф о великом ядерном оружии, которое летает и готово превратить в радиоактивный пепел полмира. Оружие это, скорее всего, есть, только не в тех количествах и не в том состоянии, о котором трубят сумасшедшие пропагандисты.
Тем не менее, если Путин решится и нанесет ядерный удар, неважно где, по Украине или по странам ЕС, это ознаменует конец существования самой Российской империи. По мнению представителей из администрации США, Путин может применить ядерное оружие в ходе демонстрационного взрыва над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины. Но вряд ли он решится на это, учитывая острую реакцию со стороны Запада и союзников Москвы, таких как Китай и Индия. Впрочем, последние уже высказали критику в отношении применения ядерного оружия. Никто из них не собирается отправляться в Путларай, даже если у плешивого партнера началось ядерное обострение. Очевидно, что мы очень серьезно относимся к этим угрозам, но мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики в настоящее время, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Тем не менее, ночью 24 сентября США подняли в небо один из уникальных самолетов RC-135S Cobra Bell, предназначенный для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет. Власти США на очень высоком уровне заявили Москве, что применение Россией ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, поскольку Вашингтон даст решительный ответ. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что между США и РФ действует линия связи, по которой высокопоставленные представители говорили друг с другом в последние дни. Япония приняла решение запретить экспорт товаров, связанных с химическим оружием, в Россию, продолжая вводить санкции против Москвы. Также Токио добавил 21 российскую организацию, включая научные лаборатории, в список действующих запретов на экспорт. Япония глубоко обеспокоена возможностью применения ядерного оружия во время вторжения России в Украину, сказал генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуна на брифинге для СМИ, при этом добавив, что Япония будет продолжать работать с международным сообществом, поддерживая Украину и вводя санкции против России. Становитесь нашими патронами прямо сейчас и смотрите далее в нашей программе. Протест против мобилизации, начавшийся в Дагестане, может запустить цепь подобных протестов по национальным республикам. Глава Дагестана уже заявил о том, что этот протест курирует Запад. Путин открыл портал в ад, и скотобазу прорвало гноем и кровью. Матери по пьяни убивают детей, призывники поджигают кто себя, кто военкоматы, а некоторые даже стреляют в военкомов. Житель Ижевска Артем Казанцев ворвался в школу номер 88, выстрелил в охранников, а затем начал стрелять в детей, после чего сам застрелился. Первые призывники начали поступать в войска. У них отбирают телефоны, дабы не сообщали родственникам о том, что их бросают в бой без должного обучения. Путин встретился в Сочи с Лукашенко. Последний принялся утешать диктатора, заявив, что в бегстве мужского населения от войны нет ничего страшного. Кстати, сегодня Песков заявил о том, что не может подтвердить информацию об обращении Путина к Федеральному собранию 30 сентября. Воля ваша, он там что-то темнит, что-то скрывает. В любом случае, что-то у них там происходит. Но расслабляться нельзя, ведь пока Путин и его окружение живы, готовиться надо только к худшему. И на этом на сегодня все. Полную версию этой программы, пожалуйста. Так, это очень информативное и очень профессиональное, как обычно, от Александра Сотника видео, которое я просто хотел вам показать. И у меня где-то было видео, я думал, оно находится вот именно в этой его передаче, про то, что в Грузии, границы Грузии стягиваются войска. Ну, к сожалению, не так. Теперь я вам хочу показать, в каком состоянии встречают, как встречают и как они выдают обмундирование, каски, бронежилеты и так далее. Есть или нет? Давайте посмотрим.
сразу, говорю, возле костра сразу им пизда будет. Так, потом что? Спальники, однозначно, будете спать, где придется. Спальники однозначно, плюс туристические коврики или замена, ну поняли, да, все? Это все свое, мальчишки. Вы слышите, да? Получается, и ты идешь на войну, у тебя и спальники, и все, и бронежилеты, и жгуты, и все остальное, которое уже найти невозможно, потому что все раскуплено. Это нужно делать, покупать самому. Путин эту войну не просто забирает этих людей на войну, он все тяготы, расходы возлагает на тех, ну, они в принципе сейчас погибнут, поэтому им они не нужны. На них тратиться даже не хотят. Вот смотрите. Смотрите, россияне, русские, смотрите. Смотрите, какую страну вы нас звали жить с вами. Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. Отсрачки, то есть лапирамиды, перекись водорода обязательно. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит, но мужиков... Нету жгутов, собирал. А? Нету в аптеках жгутов, все уехали. Родственники пусть. Аптечки, блядь, с этих, как его, автомобильные... Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите, прокладки. Сапоги? Самые дешевые прокладки, плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет. Кровь восстанавливает. Откуда? Пулевое ранение, прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще с Чечни знаю. Прокладки обязательно, ну дешевенькие. Понятно? Вам туда все сгодится, сейчас сырая погода. У меня там мои друзья, мои товарищи. То есть вот эту всю информацию нам скидывают это. По возможности, ребята, то-то, то-то, этого, это, медицина. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Сами о себе, спасение утопающих. А на самом деле, если у этих мужиков было бы хоть чуть-чуть чувство собственного достоинства, они просто развернулись бы, на Россию никто не напал. Это чисто война гибнюков, ФСБшников, для того, чтобы они стали неодворянами, чтобы они могли пользоваться украинской историей, примкнуть Украину к себе. Для того, чтобы избежать за те разграбления, за те преступления, которые совершала террористическая банда ФСБ. Но есть и хорошая новость. У них не получится избежать. Они будут наказаны. Все, кто не перейдет на сторону англичан и американцев, КГБшники, ФСБшники, они все, и то, если они будут деятельно раскаиваться и сотрудничать со следствием, только в таком случае они смогут получить там паспорт, другие документы и уехать куда-нибудь, их спрячут. Все, в остальном случае они все будут наказаны. Я имею в виду одиозных, самых главных террористов. Далее еще одно видео я вам хотел показать. Это Олег Жданов, украинский военный эксперт. Давайте послушаем, что он говорит. Что либо все, либо никто. Сейчас общество... Сейчас, одну минутку, я тут скорость просто увеличил, потому что у меня не хватает времени все это смотреть. Я уже смотрю это на ускоренной скорости. Воспримет именно так. Соседний Дагестан, который там могилами уже усеян, они понесли, кстати, Дагестан понес самые большие потери в этой войне. Вот. И у них там гребут всех подряд, а соседняя Чечня, у которой, кстати, с Дагестаном... Ну, чуть-чуть здесь, конечно, Олег Жданов ошибается, Чечня тоже гребут, еще как, но будем надеяться, что он это говорит для того, чтобы немножко раскачать ситуацию. Также мы знаем, что сегодня утром русский герой Руслан Зинин уничтожил военкома в Усть-Климске. По одним данным он в тяжелом состоянии находится, по другим данным он скончался в больнице. Далее еще одно вам видео покажу сейчас. Вот эти герои, которые... Смотри на него, его отец, он его бьет, скотина. Смотри на него, смотри на него. Я его бьет. Мобилизация. Отпустите один на один,
отпусти! Один, отпустите! Посмотрели, как его держит? Один, отпустите! Коты! Бессовестные! Вот такая вот ситуация развивается в Дагестане. Так, еще одно видео, тоже из Дагестана. Дагестан бурлит, потому что Дагестан уже, как сказал сейчас только что Олег Жданов, больше всех понес потери. Также и Бурятия бурлит, потому что люди уже понимают, что там происходит, очень хорошо все понимают. И давайте посмотрим, какие столкновения происходят сейчас, сегодня происходили в Дагестане, в Махачкале. Ну вот такие вот события, еще женщины выходят, матери выходят, это будет продолжаться, по-другому это быть не может, потому что такая ситуация, она только будет эскалироваться, люди будут гибнуть, и родственники, понимая, что и следующий еще до кого не дошло, вот все, будет доходить через, большому сожалению, через кровь и смерть. Утро Дагестана сегодня сообщает всем, телеграм-канал, я так полагаю, если в течение часа вы, сучьи потроха, не отпустите всех задержанных, то мы выведем все села на федеральные трассы Дагестана, подожгем покрышки, дрова и сено, остановим таким же способом поезда. Мои братья и сестры, есть много сел на федеральной трассе, села, в которых есть много неравнодушных братьев и сестер. Найдите бутылочку спирта, испорченные покрышки и дрова и ждите моего сигнала. Власть и мусора, у вас ровно час, чтобы нам начали писать и отправлять видео, что их отпускают. Иначе ровно через час все трассы запылают. Время пошло. Братья, позвоните всем своим друзьям в поселках и селах вдоль всех трасс железной дороги. Пусть все подготовятся и ждут от меня команды. Ровно час. Мы вам покажем экстремальный туризм, сукины дети. Сообщает нам утро Дагестана. Также мы знаем, что в результате стрельбы в школе Ижевске погибли дети. Я считаю, что это уже ответные меры ФСБ для того, чтобы нагнетать обстановку. И этих людей каким-то образом ФСБ, Росгвардия, ОМОНы и все остальные мерзавцы и подонки, предатели своих народов, каждый. Видимо, вот это был, помните, когда Игорь Хвостиков, который массово убивал людей в Чеченской республике Ичкерия, главарь банды УФСБ в Чеченской республике была такая тварь. Она потом была переведена в Казань. Как только эту тварь перевели в Казань, там сразу же произошло то же самое. И один сумасшедший, который разговаривал с Богом, зашел в школу и тоже убил детей. Это излюбленные методы гибнюков проводить вот такие вещи. Поэтому совпадение я не верю и думаю, что именно русские террористы из ФСБ начинают вот это свое действие. Так, еще одно короткое видео вам про столкновение сегодняшнее в Дагестане. Так, информации очень много поступает. Я призываю всех присоединяться, не молчать, не быть безучастным. Сейчас еще одно видео тоже из Дагестана. Как вы слышали, когда вот эти военные разговаривали с Владивостока, они говорили, что разрешено применять оружие, что вплоть до применения оружия. Как мы понимаем, как мы уже предполагали давно,
мораторий на смертную казнь может быть отменен, применение оружия вплоть до, а потом уже по закону расстрелы тоже будут вводить, потому что есть, пока они не раскачаются, если народ в России не раскачается, то мышеловка может захлопнуться окончательно. А где эта девочка, которую забрали? Там драка началась теперь. Мамочка, мамочки, пожалуйста. Он сейчас стрелять начнет, смотри. Посмотри, он его... Не пейте и занимайтесь, не курите, не пейте и занимайтесь спортом. И тогда сможете бегать, как вот эти парни из Дагестана. Убегать, ноги это самое главное оружие сейчас в этой ситуации. Ну или же против лома нужно применять лом. Так, еще. Здесь тоже видео, это уже Россия. Здесь выступает перед женами, матерями человек и прямо откровенно говорит, куда ведут их мужей. Ваши мужей ведут на убой, пойдут на убой, он им прямо заявляет. Я служил, послушай, да, я служил, говорят, 60-я рота, это идет на убой. Есть сатаны, не вставайте, есть нормальные мужики, идем со мной. Понедельник я уезжаю. Нет, ты извини меня, так меня я буду отправляться на убой. Я для тебя его растила, стоишь там, стоишь, давай. На убой, он идет со своей 150 ротой, не убивайся. Ну что, дурак, уберите его все, на убой, смотри, он там сделает. На убой он там пошел. Иди на убой сам. Стоит убойщик, блядь. Самое главное, когда им говорят, что ваших мужей, кто со мной пойдет, идет на убой, ну, он фактически он предупредил. Это самый честный человек из этих. Мы об этом говорим уже давно. Все, кто туда отсылаются, это фактически смертники. Мы это говорим не из-за преувеличения, не из-за того, что боимся какой-то эскалации и так далее. Это говорится только лишь потому, что это реально так. Реально это так. На самом деле, всех, кто... Вот поэтому нужно всем сейчас что-то делать. Нельзя сидеть сложа руки. Нельзя. Надо, по крайней мере, прятаться, уходить в лес, в горы, рыть, там, я не знаю, землянку, жить в землянке, в конце концов. Но ни в коем случае не идти. Ложиться на землю, имитировать болезнь, имитировать припадки. Чем больше людей будет, они ничего не смогут сделать. Вся проблема в том, что народ в России атомизирован, разобщен. Если этот народ объединился бы, ничего они не смогли бы сделать. Ничего. И быстро этот режим должен был бы, будет свергнут. Он и так будет свергнут. Это 100%. Банда террористическая, банда ФСБ. Так, вот я вам сообщаю про ракеты, которые сегодня получили украинцы. Это суперсовременные зенитные ракетные установки, система противовоздушной обороны НАСАМС. И еще очень много интересных и
таких вещей есть передано Украине, передается, каждый божий день передается, каждый божий день. Так, возвращаюсь к вашим комментариям, друзья. США имеет опыт нанесения бомбового атомного удара, думаю, реально ядерный удар превентивный. Ну, ядерный или какой-нибудь очень мощный удар. Так, вон мобилизованные башкиры едут на войну с гармошками и песенками, так что вряд ли кто-либо восстанет. Но дураки, что скажешь, дураки, ну, украинским защитникам будет над чем, как они говорили в Сирии, тренироваться, потренируются тогда. Все мобилизованные получат бесплатный билет на концерт Кобзону, говорит Ночикант. Именно так, Ночикант. Шабана Максим, слава Украине, слава Ичкире, героям слава. Светлана Ходзевич, витаю, дорогой Аснанс, витаю вас, Светлана, витаю. Армия РФ, чмошники, дегенераты. Оно пойдет на могилизацию. Наше дело помогать ЗСУ. Все будет Ичкерия. Точно, Дойля, точно. Эснантере, разобьем Рашку вместе. Да, русские отходят. Куда делся комментарий? Так, вот, по-моему, ну, вот куда делись все это? Машвой, Шаверга, Кельчуэ, Шаверга, Машдой, Шуэджери, я вас всех приветствую, вновь вошедших. Друзья, я перемотаю, потому что немножко мы уже уходим от темы. Файтер Израиль, надо не покрышки жечь, а мусоровозы, желательно с мусором, хоть с одним. Да, нужно резать резину, нужно портить транспорт. Кстати говоря, тоже вот в этой так называемой частичной мобилизации джипы, грузовики, машины, все это будет изыматься у населения. И потом советская власть, как говорится, вернет, если она останется, эта советская власть. Так что все джипы, ландкрузеры, все это придется отдать на дело войны. Если дело касается нас, то украинцы ничем не отличаются такая же от русских, такая же чеченофобская пропаганда. Они нагло официально называют чеченский военный конфликт. А у них, понимаете ли, война. То есть, когда пишут в документах, так и пишется военный конфликт. Военный конфликт. Единственное, что я не согласен, чеченский это говорит. Это русско-чеченский конфликт, военный конфликт. Так же, как и русско-украинский военный конфликт. Но многие не понимают, и опять же КГБ УССР имеет свою агентуру, поэтому и они не хотели бы признавать нас на правильной стороне в той русско-чеченской войне, так как если мы оказываемся на правильной стороне, и мы законно вели войну против фашистской России, то все, кто помогал против нас, они автоматически подпадают под ту же статью, кто совершал геноцид, военные преступления, преступления против человечности. И в Украине есть, я убежден, есть, ну, по крайней мере, начальник УСБ, министр обороны Украины, которые сбежали в Россию, предатели Украины. Эти люди замешаны были, помогали фашистской России нас уничтожать. И они чувствуют, что им может достаться. Поэтому давайте немножко делать это как-то
разграничение, потому что украинцы, как мы знаем, есть те, кто хочет жить с Россией, а есть те, кто каждый день отдает свои жизни, защищая свободную Украину. Еще не весь Дагестан встал. Если люди допекут, то мало не покажется. И покрышки будут, и мусорные баки, и прочее. Вилпес, Машволь. Да, ну, нужно уходить уже, не ждать, не ждать. Первые партии удобрений Шабеш, Уайцахиллаш, Бермишги, Бичеш. Да? Основной война один году украинш война на дистанции. Да, именно так, как они воевали против нас, они издалека нас просто, весь населенный пункт, они же Грозно не захватывали наш город Джохар, они захватили руины от Джохара, от города Джохара. И так всегда они били издалека. Теперь у украинцев есть более дальнобойное оружие, и 85%, как опять же Олег Жданов или кто-то там другой из украинских комментаторов по этому поводу говорил, что 85% это артиллерийская война и разведывательно-диверсионная. Та же самая, которая наводит эту артиллерию. Поэтому это война, современная война, с современным оружием. И шансов, как у дикарей со стрелами, луками против людей с автоматами, точно такие же шансы. Да, может быть, кого-то они и убьют, но и в основном они убивают мирных. Так, Баду Аслан только все вместе. Да, да, именно так. Так, свое, так скажем, буйство выражаю в адрес фашистской Раш, которая убила садистским методом больше 300 тысяч чеченского. Причем тут Украина вообще? Так, это мне ты говоришь, да? Вроде я не буйствую. Эдмамеда, сейчас всем, кто находится в Ичкере, надо все сделать только, чтобы выжить. Я думаю, недолго ждать. Украинцы выбивают оставшиеся зубы ФРФ. Слава Украине. Героям слава это. Героям слава. Героям слава. Весь Северный Кавказ вставайте. Не только Дагестан и Чечня. Если не встанут, то все полягут просто. Просто это будет страшная бойня. И она к ней идет. К большому сожалению, это все идет к этому. Аслан, ты знаешь одного твоего слушателя, Fighter 2019? Да, он здесь есть. Лично не знаю, ну вот как подписчика знаю. Ну, может быть, я не знаю. Есть некоторые люди, с которыми я общался, и я с Файтера Израиля общался, С какой целью интересуешься, напиши мне в личку, Бог. Здесь обсуждают ФРФ и как спастись нашим людям. Киевская, да, Файтера пока, если там оскорблений, мата нет, не трогай только это. Это наш подписчик, и все нормально. Ничего я не замечал за ним. За 120 тысяч покупает каски сами мобики, не до страна. За 120 тысяч каски. Офигеть. Офигеть. Страна мужиков и паханов. Беклербек Нагай. Абсолютно верно, Нагай. Абсолютно. Абсолютно. Страна вертухаев и мужиков. Да. Я это не понимаю, но мы должны быть реалистами и не обманываться, когда дело касается чеченского вопроса, тут уже двойные стандарты. Тойзан, я согласен с некоторыми твоими претензиями, которые у тебя имеются. Я их тоже высказывал, но сейчас не время их высказывать. Я с некоторыми твоими претензиями не согласен, но с некоторыми, конечно, я согласен. Но ты посмотри, что и украинцы же воюют больше всего потерь из ДНР и ЛНР, мобилизованных там и так далее, и так далее. Они же могли выехать из этой ДНР, ЛНР в Украину. Они не выезжали, значит, они душой и телом были. И пропаганда, обман, многие же не понимали. Один человек из Харькова рассказывал, что он топил за русский мир, он был в Львове,
И ему говорят, а как это так? Он говорит, я до конца не верил, что по нам будут стрелять и бомбить. Он не верил своему украинскому телевидению, своим властям. Он думал, что русские хорошие, а его власть плохая. И он говорит, я понял, когда первые ракеты упали по Харькову. Поэтому нужно понимать, что эти люди пребывают в пропаганде, как и чеченцы некоторые. Хотя нам вообще в пропаганде пребывать, ну, как-то вообще не вариант. Потому что мы-то это уже видели. И у нас такие даже попадаются. Немного, но я имею в виду не те, кто продались за бабки. Это бандюги, это мать родную продадут. Я имею в виду вот таких людей. Поэтому, а сейчас мы должны вот все распри отложить. Вот после того, как Украина победит, когда украинский флаг будет развиваться над Кремлем, я буду вместе с тобой ругаться с украинцами. И все им припоминать. Не все, что ты говоришь, но с чем я с тобой согласен, я с тобой вместе буду. Договорились? А сейчас мы должны безоговорочно их поддерживать и не мешать сейчас. Пиантковский считает, что Карабах это Армения. Это то же самое, что крымцы и Россия. Таджмудин хан. Пиантковский тот еще Дион. Салам алейкум, Асан. Ты красавчик, топи, делай красиво, ты лучше. Седада. Ва алейкум ассалам. Вона Фриман Мичау и Гуш Мавац. Фриман прошлый стримя ушвар, у него другой ник. Тойзен разбивать надо эти двойные стандарты, работы много. Так, ночи ухо. Так, Аслан, нахожусь в пределах фашистской рашки. Если отправят Украину, как только так сразу перейду на сторону Украины. Кастлави РМ. Во-первых, Кастлави, если ты находишься и пишешь такие вещи, находишься в фашистской России, то ты подвергаешь себя очень большой опасности. Они отслеживают мой канал, это вообще у них там под очень пристальным наблюдением. Они его душат. Поэтому инструкцию, как все делать, я уже неоднократно оставлял. Ты мой подписчик. И я думаю, ты в курсе, как себя вести. Также ты можешь всегда рассчитывать на меня, но ты должен теперь думать о своей безопасности, чтобы гибня, которая сейчас, конечно, очень занята, тебя как-то не схватила и не разоблачила. Кстати говоря, напоминаю, друзья, мой канал в TikTok, который перевалил уже за 10 тысяч подписчиков. Я не очень много уделял ему внимания, там закидывал иногда видео, проводил иногда стримы и начал выкладывать не систематически, а так, когда получится. Его мне временно, я полагаю, что временно заблокировали. Я очень надеюсь, что временно. Я пока еще не разобрался, временно или нет. И всячески пытаются нам мешать, всячески, как только они могут. Я не знаю, что я такого делаю, что им так мешаю. Этот канал запрещен, другой мой Human Rights Center Ичкерия канал запрещен в фашистской России, антитеррора канал запрещен, и теперь вот этот мой канал в TikTok, они постоянно жалобы и заблокировали. Поэтому я всех призываю, другой мой канал, я его оставлю под описанием под этим видео, может быть, я бы его оставил, кстати, вот здесь у меня как раз есть на него ссылка, тоже он называется Аслан Арцуев, ТикТок. Заходите, мне нужно набрать 1000, там сейчас около 260, по-моему, 250, несколько десятков человек за сегодня подписалось. Но тот канал у меня уже в день подписывалось, за прошедшие 2 дня, там 4 с чем-то тысяч. Люди продолжают подписываться на него, но я не могу уже выходить в эфир и выкладывать видео. Поэтому, друзья, правды, как мы видим, они боятся больше пуль. Поэтому давайте вместе, помогайте. Если у них есть целая система, их блогеров, их раскручивают, у них есть свои хакеры, у нас нет хакеров, то я прошу вашей помощи распространять ссылки на наш эфир, подписываться, предлагать всем. И если вы мне доверяете, я полагаю, несмотря на всю грязь, которую днем и ночью они на меня льют, многие, я так полагаю, мне доверяют. Какое-то доверие я все-таки, несмотря на их попытки помешать, заработал завоевал. Поэтому тот, кто мне доверяет, пожалуйста,
ручаетесь за меня, говорите, что этот человек не работает на фашистскую русню, и никогда я этого не буду делать, пока течет во мне кровь. Поэтому распространяйте и помогайте распространять. Помогайте распространять. Но это не касается тех, кто проживает во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Пожалуйста, вы не пишите ни комментарии, не распространяйте мои видео. Если посмотрели, удаляйте из истории YouTube и не говорите даже тех слов, которые я употребляю, и те там вещи, которые я говорю. Они таким образом вычисляют, кого смотрят. Они понимают, что если человек говорит этими же терминами, этими же там нарративами, то они вычисляют таких людей. Берегите себя, берегите себя. Так, пойдемте дальше. Сейчас все зависит от Украины. Солнце восходит, как Дудаев говорил. Да, свобода, равенство, справедливость. Абсолютно так. Да, Алмула. Да, Алмула. Чоса клишене джар, делда, маджоса клирке. Ема ушервойне хинц. Как он нам сейчас был нужен. Как его нам сейчас не хватает. Чтобы вот эти разных шакалов заткнуть хотя бы. Хотя бы заткнуть, не говоря уже там, куда нам идти, куда нас вести. Его советы нам сейчас были бы очень нужны. Но, как говорится, ничего не вечно, все мы смертные, и без Джохара чеченский народ найдет себе достойных сынов, которые будут служить. И кроме Джохара еще огромное количество людей тоже сейчас с нами нет, к большому сожалению. Так, когда нации и этнос в опасности, рождаются и появляются, которые говорят делать то, что необычное общество, да, и так далее. Да, ну я не тот, как ты говоришь, конечно, но в трудные времена появляются сильные люди, которые нам нужны, и они появятся, да, Алмула. И каждый из нас может им стать, каждый. Просто поверьте в себя. Или даже не то, что поверьте, просто делайте то, что вы должны делать. Любое решение, которое примет Кремль, оно будет работать против Кремля, говорит Чингисхан. Абсолютно, Чингисхан, так даже не представляете, что приготовлено. Я даже сам не представляю, я просто некоторые вещи догадываюсь, некоторые вещи анализирую, предполагаю, имею кое-какую там маленькую информацию, с которой пытаюсь представить полностью картину. Весь мир меняется, друзья. Весь мир. Все. Россия не будет, это фашистская Россия, империя, она не будет существовать. Другой вопрос, сколько людей погибнет. Вот вся проблема. Россия перестанет существовать, и Кавказ будет свободным. Кавказ будет свободным, и мир, переустройство в мире произойдет полное просто. И мы свидетели всего этого. Так, Кест лави рем, не тебе, Аслан. Так, Аслан, вежери, адик йоэль, масселя маш оэль, адик да лёль фрея, бюс да лёль. Да, это бой, держим строй. Да, Фрея, держим строй. Приветствую пану Аслану из Крыма. Благодарность вам за поддержку и работу. Успехов вам. Все будет Украина та Ичкерия. Артур, вітаю вас. Дуже дякую за підтримку. Сын Патрушева может быть преемником. Сын Патрушева именно и планировался им в качестве преемника, но, видимо, на Западе не принимают эту кандидатуру, и поэтому пока, его пытаются ввести. Вот эта ситуация с зерном, которая была, помните, вывозились, а он является министром сельского хозяйства и принимал участие вот в этом всем, его пытались ввести вот этот переговорный процесс, русско-украинский переговорный процесс, и, по всей видимости, какие-то там шаги они были сделаны, но, по-моему, эта фигура непроходная, как и его папаша, русский Фредди Крюгер. Так, Аслан, щекуяц, хохтиш, дерес, хуйль, Фрея. Аслан, тебя распространять трудно, ты запрещен везде. Да, я запрещен. Говорите правду, и вы узнаете, как вас мир ненавидит. Ну что поделаешь, на все воля Всевышнего. На все воля Всевышнего. Я это сделал от безысходности. Я бы с удовольствием этого не делал бы, сидел бы себе тихо,
писал бы где-нибудь комментарии в Фейсбуке и не светился бы, но вынуждена. Аса магаз қиеч ома болу не хун баркалал. There is кест ол кубик, кест ол. Но баркал цу расслабить его, поэтому нам баркал не нужно. Конечно, это как-то стимулирует, но это и расслабляет, поэтому нам нужно работать, нужно спасти хотя бы одного чеченца. Аслан, надо следовать его учению Джохара Дудаева. Да, это я являюсь стопроцентным дудаевцем, и я буду следовать его пути, его учению. Да, мула. Сменю данные, говорит Кастрове. Данных сменить недостаточно, но лучше, конечно, менять телефон, заходить через VPN и так далее, и так далее. Все под контролем. Будьте осторожны, друзья. Ваша безопасность в ваших руках, друзья. Это я не устаю это повторять, потому что мы иногда забываем просто, что расслабляемся, лень бывает. Просто элементарная лень. Просто бывает, черт с ним, раз пронесло, два пронесло. И так далее. Нет, друзья, сейчас это еще серьезнее все становится. Еще все закручивается. И Россия, она может долго загнивать. Долго. Они могут, они Кавказ освободят, Кавказ станет независимым, свободным. Но там Московия там, и другие, это же их вотчины. И все равно она будет потихоньку загнивать. Россия будет загнивать, другие их санкции с них снимать не будут, их будут додавливать. И как-то в чат рулетки, я помню, с одним разговаривал, он русский был, и я ему говорил, что вы будете называть себя татарами, он немножко был похож на татарина. Я говорю, вы будете себя называть татарами, белорусами, украинцами, кем угодно. Потому что достанет время. Это было, наверное, года 2-3 назад. Года 2 точно. И вот происходит то, что происходит, Леон. Фашистская Россия это большая, мощная была когда-то империя. И, как известно, самая большая страна, территория в мире. И эта территория будет долго гнить, вонять и еще очень много бед принесет. Но что поделаешь, придется нам стать свидетелями и, я надеюсь, и участниками похорон вот этой фашистской России. Ва алейкум ассалам, брат Юсупа Тимирханова, Машволь. Так, друзья. Так, где это? Будем следить, будем наблюдать. Аслан, как ты, как семья? Все хорошо, долбуастом. Друзья, я тогда на этом свой стрим закончу. Да, леди нехорошие. Я сегодняшний свой стрим закончу и буду выходить, стараться выходить каждый день. Буду держать вас в курсе, оповещать, и да поможет нам Всевышний. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Спасибо, что смотрите. Распространяйте стримы, наши ссылки на стрим, распространяйте наши идеи, если вы не находитесь в фашистской России или тем более во временно аннексированной Чеченской Республике Ичкерия. Слава Украине, все будет Ичкерия, друзья. Господи, благослови Америку и Британию. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Оэль. Всем спасибо, друзья. И тебе, Файтер Израиль, тоже.